Право на свободу. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека. В последние 4 года в Крыму за эти права порой приходится платить свободой. В эфире радио Крым Реалии, программа «Право на свободу». В студии с вами Айше Умерова. В следующие 25 минут мы узнаем историю одного из крымских политузников, обсудим деятельность Меджлиса крымско-татарского народа после 2 лет запрета в России и послушаем советы юриста о том, как следует себя вести, если вас пригласили быть понятым. История политического узника. Они не просто очередная строка в длинном списке политузников, не просто фигуранты очередного дела. Они люди, они личности. Со своими историями из жизни, своими увлечениями, мечтами, своими проблемами и достижениями. Именно о таких жизненных, человеческих, порой очень личных историях мы говорим каждую неделю в программе «Право на свободу» в эфире радио Крым Реалии. Сегодняшняя история про Бекира Дигирменджи. Активисту крымско-татарского национального движения Бекиру Дигирменджи 57. Детство Бекира, как и у всех крымских татар его поколения, прошло в депортации. В школьные годы он увлекался конным спортом, всегда много читал. Высшего образования не получил, потому что нужно было работать и помогать своей большой семье, в которой кроме Бекира было еще 5 детей. Со своей супругой Алие он познакомился в 1988 году. Она рассказывает, что вначале даже подумать не могла, что когда-то выйдет за него замуж. Но уже через год они сыграли свадьбу. А в Бекире меня зацепило то, что он был очень таким настойчивым. И даже когда я говорила «нет», он всегда приходил. Мне нравилось, он как собеседник был очень такой начитанный. Мне нравилось с ним спорить. Через полгода после свадьбы Бекир Дигирменджи уехал в Крым искать место, куда бы смог перевести семью. Такое место нашлось под Судаком. Я Крым в глаза не видел до этого, пока сюда не переехал. Но я все время знал, что это моя родина, что я там в Узбекистане гость. Я там жил очень хорошо. У нас был дом, я был таксистом. А таксисты в свое время, они хорошо зарабатывали. Но мне это не надо было. Я стремился сюда, в Крым, потому что я знал, что это родина моя. И родина моих детей, моих предков. После переезда было сложно. Семья Дигирменджи взяла участок в селе Грушевка, где не было ни дорог, ни газа, и принялась за строительство дома. Устроиться на работу крымским татарам в первые годы после возвращения в Крым было очень сложно. Так и семье Дигирменджи пришлось выращивать овощи в теплицах и торговать на рынке. Потом Бекир устроился водителем в один из судакских санаториев, а еще позже открыл там же небольшую гостиницу, в которой летом они работали всей семьей. Бекир Дигирменджи всегда был активным участником национального движения. Старался не пропускать ни одного мероприятия, будь то митинги, акции или праздники. И когда я ему всегда говорила: «Бекир, ну я же остаюсь одна», он говорит: «Ничего, ты не одна, ты с народом, а я там, где мой народ». И всегда он это шутил и говорил в таком духе. У Бекира Дигирменджи 2 взрослых детей. Сыну Мустафе 29, а дочери Мавиле 24. Впервые их фамилия появилась в новостях, когда в апреле 2015-го российские силовики задержали Мустафу и обвинили в участии в митинге в поддержку территориальной целостности Украины под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда десятки тысяч людей вышли на акцию. Был среди них и Бекир Дигирменджи. Народу было много. Каждый кричал свое. Мы за Украину кричали, они за Россию кричали. Россия! 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 Крым не Россия! Крым не Россия! Было все. Потом мне стало плохо. Меня вдавили в толпе. Сын меня вытащил с толпы. И потом я уже в толпу не заходил, со стороны наблюдал. Смотрел. Ну, был до конца. Мустафа провел в СИЗО почти 2 года и уже год находится под домашним арестом. Суд по так называемому делу 26 февраля продолжается, и приговор еще впереди. Главный фигурант этого процесса Ахтемчи Гос был помилован в 2017 году. И теперь, говорят адвокаты, судьи просто не знают, как поступить с остальными фигурантами этого резонансного дела.
На протяжении этого времени Бекир Дегерменджи делал все возможное для защиты сына. Неоднократно принимал участие в заседаниях Европарламента и ОБСЕ, давал пресс-конференции в Киеве и большое количество интервью разным СМИ. Все для спасения своего Мустафы, поскольку он не верил в справедливое решение крымских судов. Правозащитники и супруга уверены, что именно за эту активность он и пострадал. Вся наша, наверное, беда в том, что мы вот именно крымские татары. И вот это вот все ущемление мы очень глубоко это на себе испытывали. Я еще в детстве это испытывала, Бекир и вот моя семья уже здесь непосредственно. Через год после ареста сына Алие Дегерменджи вынудили уволиться из амбулатории, где она проработала целых 17 лет, из-за того, что ей слишком часто приходилось отпрашиваться на судебные заседания. Ну, меня так красиво подвели к тому, что или же вы прекращаете ездить на суды, или же, ну, типа, придется уволиться. Ну, я выбрала когда я сказала, это единственная возможность, где я могу увидеть своего сына, а сейчас уже и мужа. Поэтому я написала заявление и ушла с работы. Знакомые описывают Бекира Дегерменджи как доброго и отзывчивого человека. Он всегда переживал, когда кому-то плохо, и старался всячески помочь. Так и незадолго до ареста он решил помочь ветерану национального движения крымских татар Веджие Кашка, у которой супруг внучки, гражданин Турции, по версии следствия одолжил, а по версии семьи украл крупную сумму денег. Бекир Дегерменджи с другими активистами несколько раз встречался с этим человеком и пытался убедить вернуть украденное. Но 23 ноября, в день, когда тот должен был передать Веджие Кашка деньги, их задержали и обвинили в вымогательстве. Бекир Дегерменджи на пенсии. Он астматик, инвалид 3-й группы. Спустя 3 недели после ареста его здоровье ухудшилось настолько, что его в крайне тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации одной из больниц Симферополя. 3 дня он был в коме. А еще через несколько дней его перевели в пульмонологическое отделение, в коридор, потому что мест в палате якобы не нашлось. Все это время человека в бессознательном состоянии охраняли 3 силовиков. Не допускали ни родных, ни адвокатов. Всю информацию супруга Алие получала лишь со слов врача. Он не может говорить, потому что он заинтубированный, и за него работает аппарат вентиляции легких. Вот. Он реагирует, он качает головой, то есть это по разговору, значит, врача. То есть пока он находится на полном медикаментозном лечении, это, то есть они стараются больше, чтобы он находился в этом медикаментозном сне, потому что давление он не контролирует. В больнице Бекир провел больше 20 дней. Но суд не посчитал его состояние достаточным основанием для изменения меры пресечения на более мягкую. Защита просила хотя бы о домашнем аресте. Но Дегерменджи снова оставили в СИЗО. На одном из заседаний суда Дегерменджи находился в камере в кислородной маске, а судья даже не отложил заседание. На то заседание Бекир принес с собой письмо, которое ему удалось передать семье. В нем он подробно описал обстоятельства и события, которые предшествовали их задержанию. Позднее его дочь Мавили опубликовала это письмо. У меня и в мыслях не было, оказывая помощь одному человеку, причинить боль другому. Со стороны человечности и морали, я думаю, люди поймут, что моей вины моих знакомых нет, так как никаких таких угроз мы этому негодяю не предъявляли. Единственное, мы его просили быстрее разобраться с этой проблемой. А он нас, не знаю, из каких таких побуждений, из чьей подсказки, представил какими-то закоренелыми преступниками с 90-х годов. Это получается 4 старика угрозами и шантажом в корыстных целях вымогали у него деньги. Бред какой-то. Вместе с Бекиром Дегерменджи по обвинению в вымогательстве в ноябре 2017-го российские силовики задержали еще нескольких крымских татар. Во время этой спецоперации погибла 83-летняя Веджие Кашка. Активисты считают, что этот арест политически мотивирован и связан с общественной деятельностью. Все 4 задержанных активно помогали людям, которые подверглись преследованиям со стороны российских спецслужб и силовиков. 5 вопросов эксперту. 26 апреля будет 2 года, как так называемый Верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России и подконтрольного ей Крыма. Позже на рассмотрение апелляционной жалобы в Москве это решение оставили в силе.
С нами на связи из Крыма активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелял. Нариман, добрый день. Добрый день, Айша. Первый вопрос. 2 года как запрещен представительный орган крымско-татарского народа. Как изменилась его деятельность за эти 2 года? Какие, может быть, новые форматы работы были найдены? Ну, во-первых, задолго до судебного решения, вы знаете, ряд членов Меджлиса были вынуждены покинуть территорию Крыма, в первую очередь председатель Меджлиса крымско-татарского народа, в дальнейшем несколько еще наших коллег, ну и последние выдворенные с родины, это преследуемый и политзаключенный Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Поэтому объективно случилось так, что деятельность Меджлиса и географически, скажем так, оказалась разделена. Во-вторых, официально Меджлис сменил свою дислокацию с Крыма на Киев, и официальный офис, официальный адрес Меджлиса крымско-татарского народа сегодня располагается в Киеве по известному адресу. Но между тем в Крыму, естественно, остаются делегаты Курултая, члены Меджлиса крымско-татарского народа, региональных местных меджлисов, которые в значительной мере в большинстве своем продолжают как бы выполнять свои полномочия, хотя существует ряд проблем. И связано это, конечно же, в первую очередь с тем уровнем давления и преследований, которые осуществляют российские власти, а вместе с ними и крымские власти в отношении в целом граждански активных людей, скажем так, и отдельно касательно крымско-татарских активистов. Ну и связано с уже вот этим формальным запретом, потому что, согласно ему, фактически даже идентификация себя как члена Меджлиса крымско-татарского народа уже является уголовно наказуемым как бы деянием. И не каждый как бы к этому сегодня готов. И, естественно, это снижает активность людей, которые ранее, скажем так, были готовы к совершению каких-то там политических или иных действий. Я знаю, что был введен некий режим чрезвычайной работы. Если можно немного подробнее об этом, в чем он выражается? Да, предвосхищая как бы ситуацию с запретом Меджлиса, было принято решение в феврале 2016 года большинством членов Меджлиса о введении некого чрезвычайного режима. Суть его заключалась в том, что учитывая многочисленные попытки переформатирования Меджлиса, смены курса его политического, изменения состава делегатов Курултая, проведения сессий Курултая крымско-татарского народа и так далее, мы заявили о том, что деятельность местных меджлисов, региональных меджлисов, Курултая и Центрального меджлиса будет продолжаться, несмотря на формальное истечение срока полномочий, в связи с тем, что в Крыму сегодня проведение свободных, демократических, без какого-либо вмешательства выборов в национальные органы просто невозможно. И как бы понимая, что запрет не позволит нам осуществлять подобные действия, мы приняли вот решение о том, что полномочия всех органов будут продлеваться вплоть до некого особого решения Меджлиса. Нужно понимать, что любые выборы в любой орган национального самоуправления крымских татар в любом случае утверждается Меджлисом и Центральной избирательной комиссией. А так как он формально запрещен, то, естественно, проводить это нельзя. Позднее, уже в день запрета Меджлиса, а именно 26 апреля, председатель Меджлиса, находясь в Киеве, издал собственное распоряжение, которым сформировал некое совещание при председателе, которое, скажем так, для выполнения неких повседневных формальных функций взяло на себя ряд полномочий Меджлиса, потому что, опять-таки, география нас разделила, и поэтому осуществлять полноценная деятельность не представлялась возможность. Мы какое-то время
пытались использовать интернет-соединение, скайп и другие возможности проводить совещания. Но напомню, я уже не помню точно число, а еще вы, наверное, может лучше помните, как раз таки собирались члены Меджлиса в доме у вашего отца Ильми Умерова, в результате чего в отношении них было возбуждены административные дела, и все они были оштрафованы за проведение активности. Это было еще до запрета, но на тот момент уже было постановление прокуратуры и Министерства юстиции Российской Федерации о внесении Меджлиса в разряд организаций, которые могут быть запрещены еще судом. И на нас налагалось уже ограничение в деятельности. И под него мы и попали. В формировании Меджлиса крымско-татарского народа участвовали все крымские татары, поэтому запрет Меджлиса на разных площадках часто сравнивали с запретом целого народа. Так вот, как этот запрет отразился в целом на жизни крымско-татарского народа? Есть ли какие-то тенденции к уменьшению активности или, наоборот, может быть, каким-то новым ее формам? Конечно, нужно вспомнить, что Меджлис крымско-татарского народа — это не просто какая-то общественная организация, как это пыталась доказывать сторона обвинения в суде по запрету Меджлиса. Мы как раз-таки доказывали, что это представительный орган целого народа, сформированный в результате выборов, и поэтому запрет его есть и запретом свободной политической деятельности всего народа, который делегировал ряд политических полномочий Курултаю, а Курултай, собственно, 33 членам Меджлиса. Естественно, запрет Меджлиса сыграл серьезную роль, потому что Меджлис выступал неким авангардом, политическим авангардом, принимал решения, формулировал ориентиры в этой непростой ситуации, особенно в 2014 году и так далее, и сегодня, в принципе, также. И этот удар по Меджлису, он, на мой взгляд, и имел целью затушить эту политическую активность целого народа, и всех, кто ориентировался на активность Меджлиса, даже не будучи крымским татарином, а таких в Крыму было достаточно и остается. И, естественно, это привело к тому, что очень многие сегодня в Крыму люди, в том числе и члены разного уровня органов национального самоуправления, скажем так, напуганы возможными преследованиями. Они предпочитают пассивные формы осуществления сопротивления или борьбы и так далее. Большинство людей сосредотачивается на такой форме, как просто непринятие. Непринятие российской власти, внутреннее. Конечно, с формальной точки зрения люди получают паспорта, оформляют какие-то вещи, потому что без всего этого в Крыму жить полноценно очень сложно. Хотя, конечно, можно было экспериментировать таким образом. И есть такие люди, я знаю, среди моих друзей. Но что касается такой гражданской активности, то, конечно же, она снизилась. И сегодня и я, и очень многие другие активисты работаем над восстановлением ее. Хотя нужно говорить, что большинство крымских татар не принимает те изменения, которые насильственно были осуществлены в Крыму в 2014 году. И последние выборы, которые незаконно проводились в Крыму, и предыдущие это доказали. И мы знаем, что крымские власти честно признались, что крымские татары фактически их проигнорировали, хотя все равно завысили некий процент явки и так далее. Но я уверен, что на данный момент этого мало. Нужно все-таки совершать более активные действия. И буквально на днях 2 молодых человека показали один из примеров, что сегодня можно делать, в частности, отстаивая сохранность ханского дворца. Вы вспомнили про административные дела, которые были заведены на членов Меджлиса за встречу в доме Ильми Умерова. Были ли какие-то продолжения этих преследований? Вы знаете, что были возбуждены уголовные дела на Ахтема Чийгоза, и он отсидел достаточно длительное время. На Ильми Умерова мы все отслеживали ситуацию с его судебными перипетиями. Мы знаем, что выдворены и заведены на них уголовные дела на Мустафу Дживелева, Рифата Чубарова, что
огромное количество административных дел было на членов Меджлиса, которые под тем или иным предлогом привлекаются к ответственности. Проводились обыски там, и у Искендера Бариева, и у меня, и у многих членов региональных Меджлисов и так далее, и так далее. Но на данный момент мы заметили определенную как бы пассивность в отношении вот активистов, связанных с органами национального самоуправления. Я лично и, наверное, мои коллеги, многие связываем это с решением Международного суда Организации Объединенных Наций, решение которое, вот промежуточное, да, решение которого Россия не выполняет на данный момент, но, видимо, не выполняя его, а именно не снимая запрет с Меджлиса крымско-татарского народа, они в то же время не хотят будоражить ситуацию и снизили градус преследований, сосредоточившись на, скажем так, на обывателях, на простых гражданских активистов, которых регулярно там по несколько человек в месяц обязательно перемалывают вот эти жернова российского кривосудия. Вы сказали о решении Международного суда ООН, о промежуточном решении. Были ли еще какие-то подобные решения касаемо Меджлиса, какие-то заявления международных организаций, которые бы работали и действовали на Россию? Ну, на самом деле, нужно начать с конца, что на Россию сегодня мало что, собственно, действует, кроме конкретных экономических, политических и военных, наверное, шагов. Заявлений было много, как от отдельных политиков, так и от международных организаций. Были упоминания о Меджлисе и несправедливости и незаконности его запрета в декларациях и резолюциях международных организаций, но решение Международного суда — это, наверное, наиболее такой, пусть не совсем, наверное, удовлетворительный, но наиболее конкретный документ. Хотя мы консультировались с юристами по поводу него, к сожалению, в российском законодательстве нет механизма, чтобы нам, гражданским активистам, призвать и заставить Россию выполнять это решение. То есть оно полностью зависит от воли самого государства, выполняем или нет. И, естественно, зависит в первую очередь от позиции международного сообщества. Насколько международное сообщество будет настаивать на выполнении, ставить в исполнение этого и других решений как некое условие для России в обмен на что-то, чего она хочет, настолько как бы Россия все-таки сделает шаг и изменит ситуацию, в частности с запретом Меджлиса, не говоря уже о других вещах, связанных с ограничениями и нарушениями прав человека и народов в Крыму. Спасибо большое, Нариман, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню, с нами на связи из Крыма был активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелял. Спасибо. Советы юриста. Знают ли люди свои права в достаточной степени? Смогут ли они защитить себя и не растеряться в непредвиденной ситуации? Каждую неделю в рубрике «Советы юриста» известные адвокаты и правозащитники дают советы крымчанам, как вести себя в той или иной ситуации. В этом выпуске член международной правозащитной организации «Агора», адвокат Алексей Ладин, который ведет много резонансных дел по нарушениям прав человека в Крыму, расскажет, как вести себя и на что следует обратить внимание, если вас пригласили быть понятым. Отказаться по закону вы не можете, потому что участие в качестве понятого – это гражданский долг человека. Однако зачастую правоохранительным органам выгодно, чтобы понятые принимали участие те, которых они сами приглашают. Поэтому если вы окажетесь в ранге понятого при проведении какого-либо следственного действия, то вы можете помочь какому-либо человеку объективно зафиксировать то, что происходит на самом деле, чтобы сотрудники правоохранительных органов не провели никаких противоправных действий, ничего не подкинули и не сделали чего-либо еще. Обычно понятые приглашаются на обыск. В ходе проведения обыска понятые должны внимательно следить за тем, что делают сотрудники правоохранительных органов. Оба понятых и полицейские, которые проводят обыск, должны находиться одновременно в одном помещении. В доме либо в квартире никто не может разбредаться по разным сторонам, чтобы вы в любое время
видели полицейского и видели все его действия, чтобы не было никакой даже теоретической возможности что-либо подкинуть. После того, как следственное процессуальное действие пройдет, понятые обязаны и должны подписать протокол следственного действия. Перед подписанием протокола я рекомендую внимательно изучить данный документ, чтобы действия, отраженные в протоколе, соответствовали тому, что было на самом деле. Зачастую такие следственные действия, как обыск, проходят очень долго по времени. Могут занимать 4, 5 и более часов. Соответственно, внимание и понятых, и лиц, у которых проходит обыск, уже притупляется, и возникает лишь одно желание – быстро подписать все бумаги и уйти. Я настоятельно советую и рекомендую по окончании следственного действия, может быть, я повторюсь, но еще раз, внимательно прочитать протокол и подписать только то, что соответствует действительности. Если вы нашли какие-то недочеты, либо несоответствия, вы вправе указать это в протоколе и собственноручно подписать свои замечания. Это был адвокат Алексей Ладин с советами для крымчан. Вы слушали программу «Право на свободу». У микрофона была Айша Умерова. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии, слушайте нас на 105,9 FM, а также на сайте и страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших нам новостей.